Салям алейкум, джамат. Вообще мы удивительный народ. Вот я смотрю, да, вот столько лет боремся, да, и все возвращаемся на истоки свои. Лет 50 боремся, начинаем все сначала. Представляете, 50 лет боролись для того, чтобы тоталитарный режим принял закон о возвращении крымско-татарского народа, о восстановлении его прав, восстановлении автономной республики. Теперь мы все это забыли. 24 года ни один представитель многочисленных общественных организаций, никто не говорит об этих законах. Мы сейчас хотим уже новые законы принимать. Ведь юридическая база восстановления прав крымско-татарского народа принята. За это наши отцы и братья полвека боролись, прошли тюрьмы и лагеря, тысячи людей. И сейчас мы об этом не говорим, требуем других каких-то законов. Вот, когда создали комитет, впервые за 45 лет после депортации мы создали государственный орган в Крыму. И чтобы у нас был величайший шанс решить нашу проблему. Ведь никто не сплотился вокруг этого комитета. Наоборот, вот так называемые вот эти демократы или кто они там, а я считаю, это величайшие предатели, да, это Меджлис нынешний, ОКНД, они боролись не с властью, они боролись с вот крохотным комитетом. Мы проработали без одной недели 6 месяцев, и то, что мы создали, больше ничего в Крыму не создали в пользу крымских татар. И теперь смотрите, Мустафа Джемилев, сейчас это достоверно установлено. Почему разгромили комитет? Они приняли соглашение между Гиренко, Багровым, Грач и Кравчук. Наш комитет разгонит, отдадут все ведомству Меджлиса, если они не будут говорить о выводах и предложениях. То есть законопроекты приняты Верховным Советом СССР при участии всех народных депутатов СССР. Это достоверно уже доказано. И вот за все эти годы, за 20 с лишним лет, Меджлис ни один раз нигде не говорил о выводах и предложениях. Вот теперь у нас новый состав. У нас, говорим, мы первый шанс упустили, сейчас есть легитимный орган, Совет при президенте. Значит, для того, чтобы этот Совет завоевал авторитет народа, действительно он был в интересе народа, они должны правильно ставить вопросы. Почему же умалчивают о главном законопроекте, а ставят какие-то новые? Ну хорошо. Пусть они примут новые законодательные акты вот эти, но они его исполнять не будут. Что вы будете делать? Ведь легче же идти по пути, где законопроект легитимный, принятый, он действует на территории Украины. Отдельные представители говорят, да это при Советском Союзе принято. Это же глупейшее объяснение. Понимаете? Это только предатели могут так говорить. Кто не желает решения проблем. Поэтому ведь выводы и предложения, туда пошли все требования наказа народа. Фактически наказ народа превращен в нормативно-правовой акт. И сейчас мы об этом не говорим. А ведь проблема решена. Никаких трудностей проблем крымских татар решить. Только должна быть политическая воля руководства Украины. Вот посмотрите, статья 1 закона 12 февраля 1991 года, она полностью соответствует выводам и предложениям, принятым Верховным Советом СССР. Восстановить Крымскую ССР. Не надо никаких советов создавать. Восстанавливайте, закон есть. Оно не действует уже 24 года. Так? Значит, как можно? Вот сейчас действительно, если мы хотим, у нас второй шанс появился. Есть представители легитимный орган. Но только чтобы они правильно ставили вопросы, приоритеты. Никаких там языковых проблем, никакие там латиницы. Это пусть занимаются специалисты. Но Совет должен решать проблему крым-татар в законодательном порядке. Если мы не восстановимся, если мы власть в Крыму не будем иметь, нас уничтожат. Поэтому вот давайте, значит, Совет должен заниматься. В чем вот преимущество? Они будут встречаться с президентом, с руководством
Украины, Крыма, они должны поставить перед ними самый легкий вопрос. Значит, по Конституции статья 150. Конституционный суд может обращаться президент Украины, 45 народных депутатов, представитель Верховной Рады, уполномоченный по правам человека, Верховный Совет Крыма. Вот найдите ключи к этим людям, чтобы они обратились в Конституционный суд. Пусть Конституционный суд даст толкование, что значит восстановить Крымское ССР. И все станет на свои места. Если они хотят, другого решения Конституционный суд не может принять. А это значит, должны принять, восстановить Крымское ССР, восстановить то, что было. Тогда не надо ничего делать. Все институты, которые были до преступного выселения, они должны быть восстановлены. Понимаете, и топонимика, и язык, и все должно быть восстановлено. Значит, мы, восточные люди, должны найти подход к президенту, чтобы вот он, президент, обратился в Конституционный суд. Не надо никакой Верховной Рады принимать законы. Не надо Верховной Рады Крыма принимать законы. Вот Конституционный суд пусть примет решение. Это один вопрос. Второе. Есть закон о жертвах политических репрессий. Это чудовищное, несправедливое. Значит, в течение всех этих лет ни один крымский татарин индивидуально не реабилитирован. Нас реабилитировали на основании декларации Верховного Совета СССР и постановления от 7 марта 1993 года. Мы реабилитированы. Но у нас нет индивидуальной реабилитации. Поэтому там статья 3, 4, 9 на крымских татар не распространяется. Это чудовищно, это антиконституционно. Тоже обратиться нужно, чтобы какой-то представитель, значит, либо уполномоченный по правам человека Верховной Рады, либо 45 депутатов, соответствует ли Конституции СССР, когда какие-то статьи какого-то закона не распространяются на целый народ. И уже у нас 50% будет вопросы решены, проблемы крымских татар. Вот мое предложение вот такое. Значит, действительно, у нас шанс появляется, есть легитимный орган, но чтобы они правильно действовали. Чтобы они не ставили побочные вопросы, там, восстановить, реабилитировать все. Мы давно реабилитированы, у нас нет индивидуальной реабилитации. Значит, вот этот закон, который в Украине существует, надо распространить на крымских татар, то есть 3 статьи. И все будет окей. Шалом.